Вы смотрите «Актуальное интервью», в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Со следующего года в школах ведут обязательные уроки финансовой грамотности. Но обучать детей обращению с деньгами и инвестициями можно в любом возрасте. Главное – пробудить интерес и найти правильный подход. Об этом мы сегодня будем разговаривать с нашей гостьей. Это Лада Кириллина, заместитель директора централизованной библиотечной системы города Якутска. Лада Ильинична, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, почему вообще в целом библиотека взялась за такое направление, как обучение финансовой грамотности? Библиотеки издревле являются информационными центрами, и мы всегда очень тесно сотрудничали со всеми школами и в целом с населением города Якутска. У нас имеется 18 библиотек-филиалов, и мы представлены практически в каждом районе города. И, конечно, мы замечаем то, с какими вопросами к нам обращаются читатели. И мы отметили тот интерес, что как раз-таки люди начали задавать вопросы по теме финансовой грамотности. Именно так мы и пришли к идее открыть свою первую онлайн-школу по финансовой грамотности. Она у нас была запущена в 2019 году сотрудниками смарт-библиотеки. То есть вот этот курс, он у нас проходит онлайн, и все материалы находятся на нашем сайте cbsekt.ru. Вот если что, можно зайти посмотреть, потому что материалы действительно интересные. Наши сотрудники подготовили очень хорошие уроки, которые доступны онлайн абсолютно в любое время. Их сейчас на сайте находится уже 11, и с ними можно очень подробно ознакомиться, как говорится. Вот. И исходя уже из этой мысли, то есть вот это было как начало проекта, мы постепенно пришли к тому, что, оказывается, к финансовой грамотности надо приучать не только старшее поколение, не только средний возраст, но надо начинать еще и со школьной скамьи. То есть необходимо работать с детьми, чтобы ребенок уже с детства знал, что такое деньги, как с ними обращаться и как он может ими распоряжаться в будущем. Поэтому, когда он подрастет, у него будет уже более осознанное отношение к деньгам. Но, как вы уже упомянули, вы не первый год занимаетесь этим вопросом и, наверное, уже изучили, какие вопросы в этой теме есть у жителей нашей республики. Можете их озвучить? Да, как раз-таки это все те самые моменты, которые мы отразили в уроках. Как я уже сказала, у нас имеется 11 уроков. И плюс к этим урокам, так как они рассчитаны более на средний возраст, скажем так, либо же на студенческий возраст, мы подготовили отдельно серию мультфильмов для самых младших наших ребятишек, для младшего школьного возраста, который называется «Финансики». И вот здесь как раз-таки мы начали поднимать такие вопросы, которые являются самыми основами. То есть, что такое кошелек? Это у нас представлено, например, в самой первой серии «Финансиков». Что такое деньги, что такое монеты, какие они могут быть. То есть мы начали изучать этот вопрос с самых-самых основ. А как раз-таки с какого возраста необходимо начинать с детьми разговаривать о деньгах? Мы считаем, что чем раньше, тем лучше. То есть буквально с самого первого класса, с того момента, когда ребенок только знакомится с цифрами. То есть вот 1 рубль, 2 рубля. У нас имеется серия «Финансиков», где как раз-таки имеются задачки арифметические, которые позволяют ребенку не только изучить какие-то там примеры в арифметике, но и также именно на этих примерах и понять, как именно он может рассчитываться деньгами, монетками в магазине. Вы уже упомянули «Финансики», да? Это ваш проект, мультфильм про финансы и деньги для детей. Давайте подробно о нем поговорим. Кто есть главные герои там, о чем разговаривают, какие темы поднимаются. Расскажите, пожалуйста. При создании этого мультфильма мы ориентировались в первую очередь на интересы наших самых маленьких читателей, то есть детей. Мы смотрели, как им будет интересно, то есть, во-первых, в какой форме им будет интересен материал по финансовой грамотности, как именно это надо подать, чтобы дети заинтересовались. И мы пришли к мысли о том, что мультфильмы — это самый оптимальный вариант. То есть как раз-таки яркие, красивые герои с хорошей историей смогут их заинтересовать. Поэтому после того, как мы выбрали уже форму, мы начали думать о том, кто же у нас может стать главными героями. И с этой целью мы организовали опрос в наших аккаунтах в социальных сетях по всем филиалам и пришли к тому, что, оказывается, у людей с накоплениями больше всего ассоциируются, как ни странно, белки. То есть это именно те самые животные, которые делают запасы на зиму, терпеливо запасаются и ведут учет своих продуктов.
Поэтому именно путем опроса и были выбраны эти животные. Ну и для того, чтобы, конечно, чтобы дети лучше понимали, что к чему, мы сделали не только маму, папу, белку, но и добавили самых маленьких белочек. То есть у нас есть два маленьких главных героя, это Белла и Проша. Они у нас говорят голосами наших детей-волонтеров, которые их озвучивают. А есть ли уже какой-то отзыв у аудитории, которые успели это увидеть? Да, конечно, мы получаем очень много хороших отзывов от наших читателей. Мы с этими мультфильмами также работаем еще и не только именно как мультфильмы, а работаем еще с издательствами. То есть у нас есть рубрика в журналах «Чуранчик», «Колокольчик», где у нас печатаются комиксы именно по мотивам финансиков. И помимо этого мы также еще и рассказываем о данных мультиках при посещении детских садов, с которыми мы работаем, например, и так далее. Так что отзывы мы всегда получаем только положительные, причем не только от детей, но и от родителей, и также от воспитателей, конечно. Помимо мультиков, буквально пару дней назад вы запустили еще и мобильную игру по правовой грамотности. Она тоже идет для детей? Да, совершенно верно. Игра у нас вышла буквально совсем на днях. Эта игра у нас тоже, как ни странно, основана и с теми же персонажами, что и наши белочки мультфильмы, то есть Белла и Проша. В целом у нас игра представлена, опять же, для младшего школьного возраста, и там поднимаются вопросы финансовой грамотности. Но в этот раз мы решили сферу чуть расширить, чтобы стало уже интереснее, и чтобы вопросы были не только по финансам. То есть мы добавили еще такие вопросы, как «Что такое Конституция?». То есть это, опять же, та самая основа, с которой должен быть знаком каждый гражданин нашей страны, независимо от возраста. Помимо этого, ребенок потихоньку будет знакомиться, например, с такими вопросами, как «Что такое авторское право?». Вот. И в целом мы уже презентовали эту игру, мы ее выложили у нас на сайте, то есть там можно спокойно поиграть. Также у нас будет эта игра реализована на платформе в социальной сети ВКонтакте. Там тоже можно будет и поиграть, и скачать. И, конечно, она доступна 24/7, то есть можно играть абсолютно в любое время. Пока мы представили первый уровень, который состоит из 10 вопросов, но в будущем мы хотим эту игру доработать, то есть, конечно, она будет улучшаться, и в идеале она должна состоять из 10 уровней, то есть по количеству серий нашего мультфильма. И каждый уровень, он будет, соответственно, отражать серию какого-либо мультфильма. А как вы планируете дальше распространять что игру, что мультфильм? Может быть, есть еще какие-то планы? Да, конечно, имеются. Мы хотим, опять же, как я уже сказала, разработать еще больше уровней. Плюс мы хотим сотрудничать еще и с сельскими библиотеками. То есть активно продвигать эту игру не только по городу Якутску, но и по нашей республике. В идеале, конечно, нам бы очень хотелось, чтобы информация о запуске этой игры попала и на федеральные каналы. То есть мы будем работать именно на это, чтобы игра стала известна уже не только у нас. Расскажите, какую еще работу по теме финансовой грамотности и правовой вы проводите со школьниками? Вот в самом начале я упоминала о нашей онлайн-школе «Финансовая грамотность». Помимо этого у нас проводятся также и финансовые марафоны. То есть недавно у нас прошел марафон для школьников «Финансы и я». Вот этот вопрос мы также освещали по телевидению, у нас была информация в наших социальных сетях, на сайте мы тоже везде выкладывали. И у нас было очень большое количество участников. То есть это наглядный показатель того, что это очень актуальная тема и что школьников она интересует. Вот помимо этого у нас также и проходил подобный фестиваль тоже по вопросам финансовой грамотности для пенсионеров, то есть уже для людей старшего возраста, он назывался «Серебряная нить». И на будущий год у нас тоже имеются свои планы. Будем также проводить фестивали как для школьников, так и для людей других возрастов. Лада Ильинична, раз вы работаете со школьниками по теме финансовой грамотности, как вы можете оценить уровень финансовой грамотности, который уже имеется у наших детей?
В целом я бы сказала, что уровень у них достаточно неплохой, так как нынешние школьники, они очень хорошо разбираются в технологиях, и, как правило, очень большой объем информации они получают из интернета. И как раз-таки этой информации в достаточном количестве, скажем так. Но, опять же, единственное, на что мы хотим обратить внимание, что, несмотря на всю информацию, которую можно найти самостоятельно, все-таки школьнику нужно живое участие. То есть нужен будет человек, который сможет это объяснить на каком-либо своем примере, например. То есть ему в любом случае потребуется куратор, который сможет его направить в верном направлении. И вот этими кураторами и могут выступать наши сотрудники. Но школьников обучать финансовой грамотности – это прекрасно, но есть даже люди взрослого поколения, старшего, которые тоже, к сожалению, своими финансами особо распорядиться не могут. Может быть, вы что-то посоветуете им? Скачать приложение, посмотреть мультики? Мы были бы совершенно не против, чтобы наше приложение с мобильной игрой скачивали не только школьники, но и также их родители, воспитатели. Потому что нам как раз-таки было бы очень интересно посмотреть и послушать их отзывы. Предварительно, перед тем, как запускать игру, мы проводили тестирование среди детей наших сотрудников, и детям понравилось. Они сказали, что это очень интересная игра, такие хорошие герои, и озвучка очень хорошая. Вот. И поэтому нам бы хотелось еще подумать о том, как взрослая аудитория сможет оценить этот продукт. Потому что, а если игра действительно привлекает не только младший школьный возраст, то может стоить следующие уровни и как-то доработать, сделать, возможно, посложнее, чтобы потихоньку и ребенок свои знания подтягивал, и чтобы и взрослым было интересно в нее поиграть. А что вы можете посоветовать родителям, чьи дети хотят изучать, может быть, начать как-то в домашней обстановке обучение? Такое тоже возможно. И опять же, возвращаясь к тому, что я говорила в самом начале, про наши уроки. Их можно использовать абсолютно в любое время. Они все у нас в бесплатном, свободном доступе. У нас имеется отдельная страница по проекту «Финансовая грамотность» на нашем сайте. И как только вы на нее попадаете, то сразу открывается доступ ко всем ресурсам. То есть здесь даже не обязательно быть нашим читателем, достаточно просто иметь доступ к сети интернет. И на этой же странице у нас представлены и наши мультфильмы по финансикам, представлены обзоры литературы по финансовой грамотности, представлены ссылки на какие-либо другие ресурсы. То есть со всей информацией, в принципе, можно ознакомиться там. Ну и дополнительно, конечно, можно задать вопросы, можно написать к нам в социальные сети, подойти в библиотеку по предварительной записи, конечно. К сожалению, вот сейчас из-за коронавируса у нас действуют ограничения на проведение массовых мероприятий, поэтому мы не можем проводить те же самые фестивали, например, в стенах нашей библиотеки. Но нам бы очень это хотелось, и в будущем году, если вдруг такое случится, то хотелось бы организовать хороший фестиваль. Мы уверены, что он привлечет очень большое количество аудитории. Спасибо вам большое, Лада Ильинична. Уверена, что все ваши планы выйдут на новый уровень, и ваша игра и приложение не только на республиканском будет уровне, но и на всероссийском. Спасибо вам большое. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью, и темой нашего сегодняшнего выпуска была финансовая грамотность. Разговаривали мы с Ладой Кириллиной. Это заместитель директора централизованной библиотечной системы города Якутска. Всего доброго.